Сирень умырда, яндал фольклор ушкане бульче. Сирень умырда, яндал фольклор ушкане бульче. Ердющий Чуваш Республикин культура давативичле ищение Людмила Валерьевна Петухова. Ирыгун булдар тусем, хаклада сумла эштежмерзем. Чуваш чельхине чундан юрадаган ханазем. Сире шулзерен ирдеген пірліхревой регион зенчи тыван чельхе верендеген зен форумынче курма хавас. Добрый день, уважаемые участники форума. Мы рады приветствовать вас на ежегодном форуме учителей родных языков в единстве сила. Форума вара Чуваш поэджин Николай Сандрован тыван чельхе сывинче самахсембе участеть бір. Вишхерризер ращей жеренче, мишепин юганши в югатши. Шонгыр шивзем хушинче, чи илемле сослы хожижи. Хожижи, кам білет шижакна, кашны халыхын хыйын чельги, выл илетте піредыткана. Шагавара чи ыры лайхи. Хаклышины мырзем Россия Федерации бе Чуваш Республикин гимнезем яны раще. Уращине тамайдат пар. Хизепле іштешсем, пірліхревой форума Чуваш Республикин патшалық чельгине, республикара пуранаган халық сен тыван чельгизине врендес, тада врендю ішне лайхладас, Россия Федерациян тыван чельгизинбе культуризине врендес ішри малда бұрагано пыда сарас, тада падемледес телевбе ергелене. Тыван чельгере халық көмілі, шуғыжы, туеме, сынарлығы балырать. Тыван жыржыва юрада сыде, тыван чельгерень, а не сычебекене чельгерень пушланать. Чельгешін остыне ергелеть, тавра гурумне адаландарать. Кашны халық чельгене шуда хуныде, тада хизеплени, тенжерей тынышлыға упразах варма булыжать.
Шак пулым вара, челгезене упразаха варастада адаландарас тивиже аза илдерзех трать. Уважаемые друзья, форум учителей родных языков в единстве села проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню чувашского языка. Цель данного мероприятия – совершенствование системы изучения преподавания государственных и родных языков народов Чувашской Республики, распространение и обобщение передового опыта в сфере изучения родных языков и культур народов Российской Федерации. Для приветствия участников форума приглашаем на сцену первого заместителя министра образования Чувашской Республики Антонину Аркадьевну Буданцову. Просим вас. Каждый раз, когда выступаю на таких мероприятиях, волнуюсь, никак волнение у меня еще не проходит, поскольку только-только работаю в такой должности, понимаю всю степень ответственности в плане того, что сегодня приходится выступать перед учителями родного языка, педагогами, которые несут историю, культуру, традиции, любовь к нашим детям, нашим поколениям. Уважаемые коллеги, рада приветствовать вас на межрегиональном форуме учителей родного языка в единстве сила. В начале своего выступления хотелось бы сакцентировать ваше внимание на словах нашего президента Владимира Владимировича Путина о необходимости сохранения многонационального единства нашей страны, России, которую он назвал величайшей ценностью страны. Глава государства, как вы помните, отметил, что Россия – многонациональная страна, сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом и силой. В Чувашии в настоящее время созданы все условия для изучения двух государственных языков и языков народов, компактно проживающих в республике – татарского и мордовского, ирзянского. В текущем учебном году в республике чувашский язык изучают более 73% школьников первых 11 классов, в том числе как родной чувашский язык 48%, как государственный язык Чувашской Республики 24,4%, родной русский язык изучают 39,5% школьников, родной татарский порядка 1,3%, и для 28 школьников организовано изучение родного ирзянского языка. Республика представлена высокопрофессиональным кадровым составом учителей родного языка. Родной язык преподают более 600 учителей. Из них 98,8% имеют высшее образование и квалификационные категории. Наши учителя, педагоги родного языка, являясь победителями и призерами различных всероссийских и межрегиональных конкурсов, известны далеко за пределами нашей республики. Так, лауреатами Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» нашей гордостью стали в 2022 году учитель чувашского языка средней школы номер 40 города Чебоксары Александр Марсович Степанов. В 2023 году учитель чувашского языка и литературы Янгирдинской средней школы Чебоксарского муниципального округа Анжела Юрьевна Московцева. Надеемся, что в этом году мы завоюем заветный пьедестал. В республике разработана система поддержки педагогов. В целях повышения имиджа учителя родного языка проводится достаточно большое количество мероприятий. Педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров международных, межрегиональных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе ежегодно присуждается денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.
Так, в 2023 году данную премию получило 19 учителей, в 2022 году 23 педагога. С 2023 года общеобразовательные организации, реализующие лучшую практику обучения на чувашском языке, получают грант главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева в сумме 500 тысяч рублей. Первыми получателями данного гранта стали 3 школы. Чебоксарская школа номер 40, Турмышская школа Янтикского муниципального округа и Большеяльческая школа имени Геннадия Никандровича Волкова Яльческого муниципального округа. С целью реализации этнокультурного компонента в республике разработаны учебные программы по родному чувашскому языку и литературе, по государственному чувашскому языку, которые размещены в ФГОС реестре и включены в федеральные основные образовательные программы. В учебном процессе используются 18 электронных форм учебников, 4 учебно-методических комплекта включены в федеральный перечень учебников. Отрадно, что будет сказано качество наших учебников по чувашскому языку отмечено правительством Российской Федерации. Так, в 2023 году премьер-министр Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин вручил премию правительства России в области образования нашим коллегам за разработку учебно-методического комплекса для начальной школы «Чувашский язык». Многое сделано за последние годы. Однако нам необходимо продолжить работу по обеспечению дошкольников и воспитателей учебно-методическими пособиями на чувашском языке. Большая работа предстоит по дальнейшей подготовке учебно-методических пособий по чувашскому языку для 5-9 классов школ с русским языком обучения. Сегодня перед нами поставлена амбициозная задача, с которой мы достаточно неплохо справляемся. Задача по подготовке учебно-методического комплекта по учебному курсу «История нашего края». Надеемся, что все поставленные задачи будут решены своевременно. Коллеги, площадка форума – это творческая дискуссия, это трансляция передового опыта, обмен опытом на мастер-классах. Желаю всем интересных, креативных идей, огромного профессионального удовольствия и стимула к дальнейшей деятельности. Спасибо. Спасибо большое, Антонина Аркадьевна Пазыктау. Чувашра варманда чувашла кашлать. Шопчик-то юрлать кунда халь чувашла. Сасым пинчельхелле хала хушинже янрать хавасын ущын чувашла. Хизепле іштерсем салам замахне галама Чуваш республикин гуманитарий ыслылы кезен институтын директорне Юрий Николаевич Исаев ачынетпер. Таргашин Юрий Николаевич. Иргын болыр кезепле ханазем, Антаркадна, истешсем, педига молла жағында, жамбеге бірзірімбе пұштарынза хамырын тәлізерлі өйдізім бірге қалашма пұштанны ол манжын мана пиде савындары. Кунда бірін учен өзінде бұр, аслы білуі параган университет профессорызмде кунда бұр, кунда тірлі жерден келіне бірін істешсем, жамбада паянги чагымбе пустаранна эшре пирин пиде лайық калашса хамравали бір татса баманы дузене татса бамалла пулдар дезенде среди чагымбек ыры сөню сунадып. Что хочу сказать? Проблем много. Проблем преподавания, проблем распространения, проблем культивирования своих родных языков очень много. Мы об этом говорим, всегда обсуждаем, рассуждаем, но в то же время иногда бывает так, что мы с вами, обсуждая, рассуждая, не принимаем конкретно каких-то дел. Вот институционально государство нам предоставляет все возможности для того, чтобы мы могли с вами преподавать свой родной язык, изучать свой родной язык. Все формы, все подзаконные акты, все законы у нас предусмотрены. В то же время что-то нам всегда мешает.
И вот об этом я бы хотел с вами пообщаться, поговорить и какие-то конкретные вопросы, какие-то конкретные решения принять. Вот смотрите, если мы с вами говорим про те пространства, где, допустим, доминантой всегда была в гомогенном плане, значит, языковая среда у нас монолитная, это вот наше деревенское такое пространство, так и да? И городское пространство всегда было представлено широкой палитрой языков. Там и русский язык, и чувашский язык, и все остальные языки. И мы всегда чувствовали, что вот родной чувашский язык, он такой деревенский, так и да? И мы в поисках того, что хотели завоевать городское пространство, начали упускать и свое пространство, и отдавать, значит, и мы начали терять это пространство. Согласитесь, что вот даже наши дети, которые идут в садики, в дошкольные образовательные организации, они каким-то образом перестанут ценить то, что им родители дают. Потом они, переходя в школьный уровень, допустим, немножко по-другому начинают относиться. И вот мне бы хотелось с вами обсудить некоторые вопросы нашей активности, что нам нужно делать как людей, которые стоят на острие, люди, которые являются в определенной степени пассионарами, людьми, которые, скажем так, благодаря вам наш язык развивается. И что нам нужно делать для того, чтобы мы с вами могли развивать, а не сдавать свои позиции? Конечно, нужно нам объединяться в различные ассоциации, в различные сообщества, для того, чтобы можно было, помимо того пространства, которым является, скажем, образовательная организация, и в этом пространстве мы себя чувствуем комфортно, как только выходим за пределы, мы начинаем себя не очень хорошо чувствовать. А нужно делать так, чтобы мы везде хорошо чувствовали, потому что нам это все позволяет наше государство. Желаю, чтобы мы с вами обсуждали и обсудили все те злободневные вопросы, достижения и недостатки, для того, чтобы мы смогли выработать какие-то определенные рецепты выживания, рецепты развития, рецепты благополучия своих родных языков. Пурнеде сивгразагелеген хамбран чеваш телги куния дебе саламладап, оножузунадап, сире прех пулза, жадр гнаутса малых выбулдыр берин. Тавах. Тавах Юрий Николаевич. Чельге тада культура таджичихнура драща. Ачесыне бир чеваш чельги, патшалық чельги булныне тебе хурза, она хизеплеме. Юратма, культура пулами иккене врентме дрожатпар. Сцена жіне шак хытла залын хужине. Чеваш республики нации библиотекин директорне Роза Михайловна Лизакова начнетпер. Тархашин. Ирыгун сире пурнеде перенханаси, чеваш чельгене вриндеген, учительзем сире пурнеде наци библиотекинче, курма пятихавас. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые учителя языков, уважаемые гости. Мы искренне приветствуем, я очень рада приветствовать в Национальной библиотеке Чувашской Республики наших первых друзей, наших первых соратников и людей, с которыми мы являемся единомышленниками в работе, в деле, связанном с сохранением любви к чувашскому языку. Национальная библиотека Чувашской Республики, как главная библиотека, Национальная библиотека Чувашской Республики, ведет действительно огромную работу по сохранению чувашского языка, по адаптации работы библиотек и учреждений культуры в новой цифровой среде, в работе, связанной с сохранением и распространением чувашского языка. Хочу вам сказать о том, что Национальная библиотека стала обладательницей гранта президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На средства гранта мы создали портал «Наследие Чуваши», цифровой портал, на котором сейчас представлены все оцифрованные издания, связанные с чувашским языком, с историей Чувашской Республики, с литературой, литературоведением и так далее.
Здесь есть аудиофайлы, видеофайлы, есть сами, собственно, тексты. Очень удобная информационная поисковая среда, аппарат поисковый. Поэтому я хочу вас всех пригласить посетить этот портал. Мы целенаправленно там выставляем учебники, методические пособия, видео, аудио, методические материалы по изучению языков, чувашского языка. Поэтому я вас туда приглашаю. В течение уже почти 30 лет мы создаем электронную цифровую библиотеку. Уже около 50 тысяч изданий оцифровано и представлено на сайте Национальной библиотеки. Если вы изучите вот здесь с правой стороны на верхней строчке поисковой, вы увидите слово «электронная библиотека». Очень удобный электронный каталог, поисковая система. Поэтому я хочу вас всех туда пригласить, чтобы вы посмотрели и использовали активно в своей работе наши ресурсы. Мы работаем с опорой на центральные районные библиотеки, с опорой на сельские библиотеки. Поэтому, конечно, я уверена в том, что они тоже являются вашими первыми сподвижниками в работе. Еще раз приветствую Национальной библиотекой Чувашской Республики. Желаю плодотворной работы в течение сегодняшнего дня и не только. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое, Роза Михайловна. Уважаемые участники форума, на праздничные мероприятия в честь Ивана Яковлева в республику прибыли гости из разных регионов. Для приветствия участников форума на сцену приглашается Розалия Расиховна Сафиуллина, начальник отдела национального образования Управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Хайырлы көн, һаумыгыз. Башкортстан Республикасының туган тел укытучылары исеменнән барыгызга сәламләргә рөхсәт итегез. Добрый день, уважаемые коллеги. С удовольствием воспользовались приглашением и приехали на межрегиональный форум учителей чувашского языка. Я хоть в сфере национального образования работаю довольно долго, но в Чувашии первый раз. И очень рада для себя открыть новые горизонты, познакомиться с вами поближе, потому что чуваши для нас тоже родной народ, большая диаспора у нас проживает в Республике Башкортостан. Более 50 школ, где изучается чувашский язык, дошкольные образовательные учреждения. В системе Республики Башкортостан у нас изучается в качестве родных 13 языков. Я о них более подробно в своем докладе еще расскажу. От имени 6500 учителей родных языков я сегодня вас приветствую. И, конечно, от имени нашего министра образования и науки Мавлитбердина Ильдара Маратовича, от имени нашего управления национального образования позвольте вас приветствовать и пожелать в работе форума вам, коллеги, плодотворного сотрудничества, хорошего общения, обобщения опыта. Я думаю, что в течение 2-3 дней мы для себя услышим много интересного. И, воспользуясь случаем, так как мы в первый раз, у башкир не принято пустыми руками ходить, позвольте, пожалуйста, от нашего имени вручить наши пакеты. Аккуратно. Это в первую очередь Министерство образования и науки. Хотя Антонина Аркадьевна немножко поспешила, позвольте, пожалуйста, им передать. Это такая вот энциклопедия большая народа Башкортостана. Почему такая энциклопедия? Вообще Республика Башкортостан занимает 2-е место после Дагестана по количеству народов, проживающих в республике. То есть самая многонациональная наша республика. Есть такая энциклопедия. И в этом году нашей столице Уфе, коллеги, исполняется 450 лет. По нему есть указ президента Российской Федерации. Мы осенью будем отмечать крупный юбилей. И такие вот открытки. Уфа сейчас стала очень современным городом. Приглашаем вас всех тоже в гости. Мы, кстати, в августе будем проводить 2-й Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Хоть и башкирский, чувашский, это наши родные языки. Очень рады будем видеть вашу делегацию у себя. Это вот Министерство образования и 2-й пакет Институт развития образования. Спасибо. Конечно. Спасибо за внимание. Будем вместе работать. Спасибо большое, Розалия Расиховна.
Паянхи форума тыван чываш вырос. Тудар ирже Пушкарт чилхизине врендегензем, Тудар Пушкарт республики зинчен, Ульяновск, Мускав хулызинчен техучынаще. Халя самах Ульяновск облачень вреню адалановин институчен тип специалистне, филология наукизин кандидатне Владимир Владимирович Грузина замах паратпар. Таргашин. Иргун булдар хизепле перлехре вей форма учинаганзем, ханазем. Эбезире Алексей Юрьевич Русских, Тембер губернаторынден, Наталья Владимировна Семенова, министрдан, Сергей Алексеевич Андреев, Вреню институтын директорынден, Херюллеренде, Херюлле салам институты. Россия Федерацияның президенті Владимир Путин 2022 жылы Россияре семье шулдалы кетесе балыртны. Шак пілдерішлі бұлыма эбір хабыл тұза ежындымыр. Президент указне бұрны жакертме тыдындымыр. Тембер обласын Кашни школінде вренегензем бе бірле тәрлі мероприятизем, конференцизем, семинарзем, уж урокзем, викторинызем, тадағытызіне дейір тереші. Учительзем дұрышны бе, шкуладизем семинарзене, конкурсене, конференцизем бе олимпиадызене учынашы, малды вырынзене ежынашы, Тембер обласынде регион жайынде ман юратны девашсельги, пәдек шевлезем, конкурс викторина, Константин Иванов чеваш литературы классики конкурс, Яковлев улавизем конференции Иван Яковлевич Юрал Наранбаш, Арситмель Жул, Ситне халалаза шавраса делир директор. Тембер обласен школызен врендегенезем регионзем жайынде ман юратны врендеген, эпеде вашади, пәдек сес будене, эбір пулны пурпулат пор туслы хелхеме мероприятизенде хайзен пәлевне тулдыде тарын кадардашы. Вазенде тилайже шендерюшезембе прижерзем булашы. Чеваш халыхен телхине, культурине, ялы ергене упразаха вараста левбе, регион земкушинде, хойне еверле конкурсембе олимпиады земиртерни. Тембер обласен шкулсенде, чеваш сельхине, адаландарма тилай булыжат. Иван Яковлевич чеваш халыхне паны халалынде, шапла галана. Ху телхине брахманы, вырыс халыхе эшне улдавлы тузай сутны булмаствал. Аннерсентен, врензе юлны ховын тәптелюне прахмазрақ вырысын аслы патшалы ержен әслезе тума пулайд. Эпі туса бідеремен әшсене әзір туса бідерір. Аслы врендегенемір шапладжынзе галаны пұржываша да пырса девет. Кашнин хай әшлеген пұрнаган вырында чывашлыға упрас тада адаландарас дезе тұрышмалла. Тембер обласен школызінде пуре пинде иксер утмылсиде адя чеваш телхибе литературине, культурибе ялы ергене вренет. Вазенден вунвише шкулда 20 загырвуны бір адя чеваш телхибе литературине урок шайынде оспухат. Ширенбилік шкулда 20 загырвуны двада адя урок тулажынде урок тада факультатив майыбе вишер иге адя пәлуилет. Халі бірін игебінде вунза кырмыш шулда, иге шкулда чываш телхибе литературине урок майбе врентме бушларыш, тембер хулинде. Вара аллы билік шкулда бірін унда жавдарантен тәрлі халық вреннебе чываш адизен бірін умаяқмар унда херех адяшеш вренет. Вара аллы житемеш шкулда, игебінде вунза кырмыш шулда, чываш телхибе литературине урок енепе ерце бұма пушларымыр. Ну, чын бірва динақта дивырдарақ пульте, адизем, ашамышызем, адизене урық шкулзене күжара пушларыш, дивырдарақ пульте, тывада адяран әшлеме пушларымыр. Ондан игебінде вунда қырмыш шулда, сағыр адя пулте, ширім бірміш шулсенде вун билік адя пулте, ширім бірміш, ширім иккеміш шулсенде водырулда адя, ширім ширим вишемір шулзене шитміл сағыр адяна жетірі. Вара ширим вишеде ширим дваттымыр шулда сағыр вуны бәр адяна шитірі. Эбір ұншын
чаваш тілге верендегензем, шавдарантен шкулда ажазем, чаваш ажизем үссебыны билен, шавдарантен савынат бар. Халида да кожалдан эбир херехшитчемеш шкулда, волы бирен Иван Яковлевич Ядилле шкул, унда урок енебе ужашын тада тебір шкул. Тада пирен юлат, пирен чембер хулинде Твады район. Шак Савелешенди районда аллы биликме шкул деремер, унда шлетпер хали ал шитчеме шкул Ленин районе детпер, унда и Чугунжул районинде херек шитчеме шкул, унда ужлат кышал, тада пирен Волга лешенди детпер, Заволги районе, унда вара тада тебір школ ұжатмын. Унда бірін Заволги районінде шавдарантен чываш адизем нумай, кружок енебе, факультатив енебе шавдарантен нумай әслетпір. Чываш халген os халепе культурын еткерлітіне упразақ варастезен таван телгене тирбейлі упрамалла, адаландармалла, ұры ергене хизеплемелі. Пирентелле чаваш чельхин сумне үстереси общество бурнасинте унба активлан узо гурмайгерлі майзем дуса барасы шактелевбе бурнашласа эбир терле конкурс фестиваль тада ыты уявзем иртеретпер. Хали эбир кашню шулах иртеретпер регионзен шайынде мероприятиезем, семинарзем, конференциязем, эбир пиде тади шихонза эшлетпер Чавашенбе, Чаваш республики билен. Хали шак вижу жулгушинде эбир шавдарантен нумай семинарзем, иртердемер конференциязем пирен, чын бирвай эбир елдек районе белен эшлеремер вазене хонаначен демер иртердемер семинар, шавдарантен пирен врендегензем савынаща вазенден ыты регион зенди учитель зенден врендеген зенден шавдарантен нумай пәлуилеші, шамжын савынашы. Хал елдек районе бешлеремер, ундан Падрилел районинден бөдеш врендегензем, Шамыржы районинден, Шене Жубашкардан бөдеш. Вара эбир Вазем гына бирым батрачем бір енне пынны мар, пиреде хонана денесе семинар зене, и бир кожал шене Жубашкарда булдымар. Пирен врендегензен самаги зене галады. Пире чаваш шерешинте Путчинага цельнебекке цельдештері, шавдарантен савындеш, шавынбек тади шихынза әшленешен, пирен чаваш телхи врендегенезем кынамар, вырыс телхиде, ыты телхезене уроксене врендегензем де, хабылдузах кетсейлеші пирен хонасене ундан, шавынбеге хонасене шүреші. Иге пирен Шавын бігек игебінде сиримиккеміз жылге шертме ойгенде бұннымышынде Чаваш Республикен вренду институте бе цемберхулын аллы житчеміз шкуле иге енлік кележу дұрыш. Кележеве врене институтын директоры Исаев Юрий Николаевич тада аллы житчеміз школын директоры Наталья Алексеевна Николенкина аллы бұса сиреплетріш. Иге организациян ердужизем кележу дұнны тавақ бире чәлхе врендевне лайықлатма ченеген бидехте пәлдерішлі ховатлы турдым пулныне кыларчы. Шап вғытрах пурныш адаланове чаваш тілгебе врендігіне шул жүренех шенрех кетме ұйтад. Шавынба дәнді вғыт ұйтыне күра егем бін де ширмеккемі шулге уй ширмвишімі жінте Чәлге тада культура тәлежібе худшынза
эшлеме пирен аллы житеме школ Чуваш нации конгрессы бе килежу дуре. Иге енли килежеве Чуваш нации конгрессин президенте Валерий Клементьев тада Цембергулын аллы житеме школын директоры Наталья Николенко аллы буса сиреплетреш. Вот сявынбек пирен тадя сихынза эшлеми пире шавдарантен пулушат. Шавдарантен пиде пызык тав сире пирымбада килзе шүрер. Сире бир хабыл тусакет сейлет бір озатсайрат бір. Бир де кунда шубашкара килме пиде хавас. Тав бош бұрнеде. Шак. Бир пуша алыба келмерінер. Шавынбада Антонина Аркадьевна Кайрыбуль. Навали Цемберден кученisi келче бұл кученисіне парнелесе. Хали вара благодарственные Исаеву Юрию Николаевичу, ректору бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования, Чувашский республиканский институт образования, Минобразования Чувашии. Выражаем вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество по сохранению и развитию родного языка, традиций, обычаев и культуры чувашского народа, укреплению дружбы между народами. Таргашин. Благодарственное письмо Ядранской Инессе Владимировне, директору Центра регионального развития. Пызыктав Владимир Владимирович. Мускав хулынь русское слово издательство бада таджи чухну дать врению министерстве. Издательство методистне, педагогика науки день кандидатне, Алевтина Рюриковна Федоровна видео эфира чинить пер. Таргашин экран чиня. Хайрлигон, херметле коллегалар, шумбрат, шумбрачи. Добрый день, уважаемые коллеги. Издательство «Русское слово» искренне приветствует всех участников третьего межрегионального форума учителей родных языков Перлехре-Вэй в единстве сила. Мы искренне рады обсуждению вопросов методики обучения родным языкам народов, заселяющих Чувашскую республику, всех народов Российской Федерации. И в этом году, отмечая 30-летие издательства, 30-летие со дня создания издательства, мы также отмечаем, что издательство всегда выступает в лучших традициях традиционного классического книгоиздания и размещает в своих книгах, в своих изданиях самое лучшее, что есть в литературе народов Российской Федерации. Скажем, в литературе Гулина и Романовой в разделе «Из литературы народов России» звучат всем известные слова из завещания Ивана Яковлевича Яковлева. Помните,
что владеть сердцем народным вы сможете, только если не будете чуждаться языка народного. В обращении к народному языку нет измены русскому делу. Служить великому русскому отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от матерей ваших. Коллеги, в издательстве «Русское слово» те самые комплекты русского родного языка полиграфически оформили художники-дизайнеры Любовь и Никита Ордынских. Это семья праправнучки Ивана Яковлевича Яковлева, великого чувашского просветителя. И нам очень приятно, что их работа сейчас востребована, их работа пользуется спросом на всей территории Российской Федерации. Еще раз обращаясь к тем же словам Ивана Яковлевича Яковлева, к тем же строчкам из завещания. В год семьи хочется сказать: берегите семью, в семье опора народа и государства, семейные заветы всегда были крепки среди чуваш. Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье защита от жизненных испытаний. Крепкой и дружной семье не страшны внешние житейские невзгоды. Мы понимаем, что именно семья закладывает интерес, любовь к родному языку. И работа учителя родных языков проходит совместно с воспитателями дошкольных образовательных организаций. В рамках социального проекта издательства «Русское слово» совместно с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, совместно с сотрудниками Чувашского республиканского института образования подготовил игровой комплект «Чувашия. Край 100 тысяч вышивок», презентация которого прошла недавно в Чувашии. И вот вы сейчас видите еще раз вот эту книгу «Методическое пособие для воспитателей и родителей». Коллеги, удачной работы форума учителей родных языков, удачной работы на всех секциях. И мы с вами еще встретимся на секции учителей начальных классов, секции учителей русского языка и литературы, секция педагогов, воспитателей дошкольных организаций. Серебурнеде, панхе, тада, тебр игегон бураган форум эжинче, анашу сунадак. Тебретер булычу. Хизепле іштешсем, салам самахизине вішлезе бұнымай, чываш халық поэджін Петер Хузангайын сыввин выросла кужарвне вулаза барас келеть. Век радио и атомных открытий хотел бы я дожить до дней, когда и языков связующие нити сплотят в одну семью людей труда. Хотел бы я, чтоб речи доходили мыслителей, поэтов и вождей в их первозданной красоте и силе, как свет лучей, шум ветра и дождей. А что меня с землей, с травой зеленой, с высоким небом, с клёкотом орла знакомила, баюкая с пеленок? Родная речь наставницей была. Всегда, везде, в кругу привычном дома или далеко от наших рубежей, я благодарен языку родному. Он мне открыл мир мыслей и вещей. Чынақта тваным ырзем, тван чілге пере төнже ущенеде тыттарать, шуғышлама да врендеть. Хизепле врендегензем, хакла ханазем парлихревой форум вижігон, аган ширим вишімі жінчем бушласа, ширим биликами жичень ирдеть. Уважаемые друзья, форум проводится с 23 по 25 апреля текущего года и предполагает насыщенную образовательную, дискуссионную и культурную программы. Сейчас мы с вами начинаем основные доклады. Тыван чильесер чынчын пылюшук тене перенесла в рендигенемер Иван Яковлевич Яковлев. Чываш чильи, Чываш, Тудар, тада Пушкарт Республики Зинче, Самар, Ульяновск, Саратов, Пенза области Зинче, Анна Зарлна. Чываш Республикинче, Чываш чильхине, Кашны вреню заведенинче врендище.
тыван челхине адаландарасы, шав челхебек алашаган кашны шинын тивише. Микрофон у мне филологии аслалахын доктор не Илья Николаевич Ульянов ячеле Чуваш патшалых университетень вырос тада Чуваш филологии бе, журналистика факультетень деканне Алена Михайловна Иванова начнет пер. Тархашина Алена Михайловна. Тенче ырхы барба вранча, чаваш чельхи эрни бушланча, чаваш пулзагильнешень шаржине, тавах сана мухтавла шаранне. Сывлых сунады пурнеде. Презентация кайры. Ик чельхе игиос, виш чельхе вишиос, Иван Яковлевич Яковлев, чаваш чельхине вреннебе бірлех, вырос чельхине дехизеплеме вренме хушсаха варна. Шавын бадебе кеске самаха выросла галашын. Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова ведет подготовку кадров по специальностям чувашский язык, литература, русский язык, литература с момента открытия вуза с 1967 года. С тех пор наш университет выпустил более 10 тысяч квалифицированных специалистов. Сегодня филологическая подготовка кадров приобретает новое значение. Изменился список филологических профессий, востребованных на рынке труда. Если раньше дипломированные выпускники выбирали профессию журналиста, учителя, педагога, телерадиоведущего, корректора, редактора, а сегодня дипломированные специалисты все чаще работают в интернет-сфере. Они создают контент для социальных сетей, являются менеджерами, администраторами, SEO-специалистами, делопроизводителями и так далее. С учетом требований сегодняшнего дня мы пересмотрели и расписание, и учебные планы, и дисциплины. Например, в учебные планы включили новые дисциплины, как креативное письмо, информационно-коммуникативные технологии, использование соцсетей, создание медиапроектов и другие новые дисциплины, которые студенты изучают с большим удовольствием. Направление подготовки тоже пришлось поменять, чтобы привлечь абитуриентов поступать на факультеты. Например, если специальность называлась «Русский язык, литература», то сейчас филология в профессиональной деятельности. Чувашский язык, литература сейчас мы назвали филология в этнокультурной и информационной сферах. Несомненно, эти новые названия привлекают абитуриентов. Журналистика, профили современная журналистика и цифровые медиа. Не хватает не только учителей русского языка в стране, но и учителей иностранных языков. С этой целью мы с прошлого года реализуем направление подготовки русский язык, английский язык. 2 диплома. 1 диплом с 2 профессиями. Приглашаем ваших выпускников обучаться по этому направлению. Открыли в этом году, с сентября идет набор «Русский язык как иностранный», потому что при реализации грантовых проектов по продвижению русского языка за рубежом мы заметили, что учителей русского языка не хватает не только в нашей стране, но и за рубежом, за пределами страны. А там изучают русский язык как неродной. Поэтому с сентября начинаем реализацию программы «Русский язык как иностранный», а также с сентября начинается реализация магистратуры «Филология в информационно-коммуникативной сфере и цифровые медиа», которая обозначена на слайде красным цветом. Мы постоянно ставим перед собой вопрос, какие новые формы нужно придумать, чтобы сохранять, развивать русский язык, чувашский язык. И вот с этой целью открыли этнокультурный центр наследия, на площадках которого проводим очень много мероприятий. Интерактивные программы с посетителями этноцентра наследия. У нас бывают и школьники, и педагоги, и студенты. Проект «Чувашский в чемодане» — очень популярный проект. Проводят эти занятия наши студенты.
Детские сады, дошкольные группы тоже являются частыми посетителями в этом этноцентре. Игровые занятия, фрагменты танца украшают, а также мастер-классы по изготовлению сувенирных национальных браслетов. Конечно же, руководство вуза старается поддерживать инициативных, креативных студентов. Например, обратите внимание на 4-ю сверху позицию. 10 тысяч рублей, стипендия призерам олимпиад по чувашскому языку, призерам олимпиады международной, федеральной олимпиады по чувашскому языку. Руководство выплачивает ежемесячно в течение одного семестра, в течение 6 месяцев ежемесячно по 10 тысяч рублей. А при сдаче сессии, экзаменационной сессии на хорошо и на отлично, до конца 4-го курса, до конца обучения, учебы в университете, эти студенты у нас призеры, победители, получают 2 дополнительные стипендии плюс к своей государственной, то есть 3 стипендии получают. Одна стипендия у нас 2 900 рублей, минимальная стипендия. И они получают 3 стипендии ежемесячно в течение всех 4 лет. Это дает свои плоды. Студенты, есть такие креативные студенты, которые выигрывают гранты наравне с нашими преподавателями. Вот грант 1 миллион рублей за разработку игры по литературе в целях повышения интереса к чтению литературы, эклитика, а также «Ёж» и «Ёмкая жизнь» — это мобильное приложение. Одним из приоритетных направлений нашего государства, Российской Федерации, является продвижение русского языка за рубежом, поддержка имиджа государства через язык. И с этой целью выделяются грантовые средства. Вот наш факультет очень активный в этом плане. Мы провели фестиваль русского языка и культуры в Таджикистане в этом году в сентябре. В течение 1 недели провели там более 20 мероприятий со школьниками, с педагогами, со студентами всей республики Таджикистан. Вот они, эти мероприятия. А также в прошлом году выезжали в Самарканд, в республику Узбекистан, тоже провели такой же фестиваль. Это делегация нашего университета. В составе филологов мы всегда в состав филологов включаем артиста, заслуженного и народного артиста Чувашской республики Августа Уляндину брали, потом Семкин Дмитрий Николаевич Семкин с нами выезжал, и эти концерты в конце фестиваля придают особый колорит, особый огонек для этому фестивалю. Это мероприятие фестиваля. Вот это концертный зал. По численности татары занимают 3-е место в нашей республике, поэтому мы уделяем внимание не только русскому и не только чувашскому языку, но и татарскому. На базе нашего факультета в Чувашском госуниверситете функционирует центр имени Каюма Насыри Казанского федерального университета для поддержки татарского языка в Чувашской республике. И вот ежегодный конкурс «Сей добро» проводится уже 7-й год, сейчас он идет. Разные круглые столы и традиционные наши мероприятия. Очень тесно сотрудничаем с Ассоциацией учителей русского языка и литературы. Руководитель Валентина Михайловна Табакова здесь. Проводим множество мероприятий, а также разные мероприятия, количество которых очень большое. Не буду даже их повторять, перечислять. Спасибо большое. Тарашса ишлесте. Шангар юрлаза, шагал галашса, табыр-дыбыр чавашла дашлаза, шеш чаваш телхине, чаваш культурине малалла перле адаландарза бырабыр. Шапла булдырчы. Пити Бузыктав Алена Михайловна. Чуваш чельгибе литература пуласлы хишен таражаган. Шамргарова чельгене юрат маханах тараган. Иван Яковлевич Яковлев яджеле Чуваш патшалых педагогики университетчин Чуваш чельгибе литературу кафедрин пушлыхне Татьяна Витальевна Денисова назамах паратпар таргашын. Добрый день, уважаемые организаторы,
участники, гости межрегионального форума учителей родных языков в единстве сила. Ирагун болдар хакла форума ергелегензем, форум ишне худшнаганзем, форум ханизем. Иван Яковлев ячеле Чаваш патшалық педагогика университете, Чаваш челгибе литературине врендегенсене, пинде тохожер вадырмышылданах хадерлеть. Пинде тохожер вадырмышылхи, юбауехин пірремежевал, Чаваш шережинже, аслы пәлюлі Чаваш челгибе литературине врендегенсене хадерлемелі тапқыр пушланнын көне. Паянхе гуна Иван Яковлевич ячеле Чаваш патшалық педагогика университетінде таван челгибе литература учителесіне хадерлес эш иге енлі программы бабыл забырать. Перевал таван челге Чаваш челге тада литературы вырос челге, тада пушламыш школ брендеве, тада Чаваш челгибе литературе. Иге программе беде студентсем пилік шул хуши оспуғашы. Паянхе гуна шак иге программы ба кужымлы, тада кужым зірмелбе, шыралла яғын біренеген учитель бұлма қадырленет. Пұрныш үйтнебе, Чаваш челгибе литературине қадырлеген іш планезене, іш программезене, шынеліксем кіртсех бұрат бар. Паянхе гун іш біреню программезенче, біреню планенче шыне предметсем, күнжуде күрашша бізенчен шақсене асын сағварас келейд. Чаваш челгибе литературине біріндес ішреусы күрмалы шыне технологизем, этнолингвистика, литература таврапелеве, илемле вулав, тада тіземде. Шақ предметсене, падемышле, пулас врендегенсене, филология асылыгезен кандидатчезем, доцентсем врендейші, ерце бұрашы шылдан жол, біреню процесінче өзі күрмалы, ішсем, пижетлезе, халығым неші дерешім. Шақнада баларсаға барас келет. Біреню планенже теория предметжезембе пірлех, практика сегежеземде пызық бұрынде жынашым. Пилік шылдан пір шылдалығы студентсен практикавали каять. Практика терлиенлі, профессибе балашмалы практика, тепчевишне ергелеме хынықтараған практика, вырынды галашу челхине пухма хынықтараған практика, паллах ачазембе ішлеме хынықтараған қан ача сен қанывне ергелеген лагерзенже, студентсен практика дұғашыда да паллах біреню организация зенже ытларақ школ зенже. Каларменде шак практика студентсене аудитория илне пәлеве ачазембе ішлезе бақса түрлі десем кіртме майсемді забарашы. Шак іш түрлі енлі бұл забарать. Студентсем паянхи пурныш үйтнебе университет лабаменче ергелеген университет сменізем. Каникул выходенчи школ проектсене худшынза урах тарахран келеген, урах регион зенжен келеген ачасене де Чавашла кышт-кашт калашкалама бұны күн хушинже бірінсе арашы. Университет Чаваш челгибе литературине брендеген зене предмет шайынчегін амар түрлі енлі адаландар майземді забарать. Университетра факультет тыдыменче вишіміш жол берен палан фольклор ушкане ішлейд. Оның ердеші Чавашский культурын таваде вишлешчене Муллина Светлана Николаевна. Вол ерцебуны бе студентсем терлеже ғутшынашы Чаваш халық юрризене, таза Чаваш халық юрризене де сенычіне эстрады евар калараган юрризене де юрлама хынықса бұрашы. Шак эш пілдерішлі тезепаларда шыны бер. Мен жын дезесін паянхи Чаваш челгибе литературе учителі, езір күнба манба келі жедер балақ, пұр енлі адаланны шен. Вол предмет парендеген гынамар, вол школ пұрны женчі чи хастар учительзен жен паре. Шакна жуда илзе, хадырлет бірдей бір хамыр падымырда пулас учительзене. Чаваш челги анлышне сарас тіллебе,
университетра шулдан жол, вот ага уйхинче, хош бар жухне шу ихне бір нахушарат бар, чаваш пеги конкурсер дейді. Ко конкурса хутшынаган зем берен чавашла, чаваш туме тағынсағына дұқмашы. Бізем чаваш саввине тянрадашы, чаваш ташне табардаттарашы, чаваш самахне ксена жинжен каламахынағашы. Жюри члени земде яланах чаваш культуринже, чавашлық тенжинже паллы яда тивишне шинзем. Университет эжинже декабрь үйгінже болса ердеген халық сен туслық фестиваль паллы вырынде жынайды. Ку фестивальде университетра бірнеген Минбур факультет студент не бірлештерет. Терлі халық культуребе сені жинжен кураган зене студентсен паллаштарашы, шав жұтрақ қашны жулақ, қашны уйрым факультет, чаваш халығын культуребе шиғынны выл еку еже сені жинжен кыдардашы. Ага уйге чаваш чылги куне, тада чаваш пачалық символизен куне пурребе паллы. Шак іштене, шак паллы күнзене халалаза тірлеш бұл жердейді. Иранда ебер, пәдем чаваш диктантне жерма қадірленеді бір. Чаваш патшалық педагогика университеті де шулдан жол, шак эшен лабаме пулзадырать студентсем хызен пілівне, терслеші шав жұтрақ, чаваш чілгебе мұқтан мағына ғашы. Мүржін дезесен республика патшалық шайынжы ертереген акция бізене хамыр тыван чілгебе мұқтан мағ істейді. Пирен бадырда тыдыш тіл бұл земірдеші, культурын тавадивишлешченезем, паллы жиравжезем, паллы савышсем, пирен бадырда яланақ хынара, бізембе тіл бұлзады студентсем хызенже пулдарулық не адаландарма май бараган самансене ғұраща, хыземде пулдарулыға керсегайма тыражаща. Чаваш патшалық педагогика университеті студентсембе кына ішлеген организация мар. Пирен бадымырда тыдыш терлі региондан, шав жұтра хамырдар охранда, таван чілгене біріндеген зем, терлі семинара бұштарын ашы. Ағы нумаяқ бұлмайст, пирен бадымырда Расул Гамзатов юбилейне халлаза Яков Ухсайы, тада Расул Гамзатов стажы класс ертірі. Ибір хамыр республикан, чаваш республикен, тава девишле учитель зене, уйрмақ чаваш чілгебе литературине, біріншсе тава девишле яда илне учитель зене хамыр бадымырда бұқса, студентсем бетел бұлдардымыр, паға опытта студентсем туянма бұлдаршы біріндеген зенжен. Шак ішсем паллах, ибір хамыр пітчен гына дұрышны бе мұмашы, хақлы біріндеген зем, изер яланақ бірінбе бірле, сирінбе бірле ибір ачасем валли терлеш пуштергелет пар. Бұл жұтра олимпиады зем. Ага уйген ширинбелік мәжінже кышалды ебір, дистант мелебе, чаваш чілгі, анне чілгі олимпиады ертерет пар. Университет сайдынже пілдері пор, олимпиады идовизем, ирхи сағырзегетен бұшлаза, қаши пиліксегетчен, уйжы бұлашы, тарғашын, ачасенбе бірле, кышалды, шакеже, тослық ұтшынасы ебір шанызадырат бар. Пілдерхи олимпиада, шак эшпирен, курымлы бұлныне, қыдартса бачы, твады біне яғын школачы, құтшынза дистант мелебе, ку эше құтшын хайсен пілівіне терслеріш, шав жұтыра, мен завындарайды. Школа жезем, хақлы біріндеген зем изердерце бұны бе, чаваш чілгені шавдаран чыняван білеші. Бізенжен шүрри, идузене шыр баллы құраллама бұлдар жеш. Көбере савындарайды, табақ сире ұншын. Олимпиада зем зірбішіне конкурсен бе конференция земде берін падымырда, тұды жердеші ағы кергүнне, ибір, чываш шырав жезен хайла везенжі, чываш шырав жезен күжары везенжі, бұрыс классигі зем дятпа тіпчеве жезен конкурсне ертердемір. Шак әште, шак конкурста анлы саралшы, вірендеген зем ғошыншы, құтшынаған зем чылайын бұл жеш, терлі вырос писатели зен хайла везене чывашла күжарны зене хақлаза, тіпчеве жезем жердеш. Хизеплі форма құтшынаған зем. Форум ячы пиде пілдерішлі.
пірліхрева вай. Ебе каласабаны мен бур іште, и бир пірле бұл небегі набыл забырать. Табақ сире жаванжын. Пызыктав Татьяна Витальевна. Опытом Республики Башкортостан по сохранению и развитию государственных и родных языков ознакомит нас наш гость Софиулина Розалия Расиховна, начальник отдела национального образования, Управления национального образования Минобразования Башкортостана. Еще раз добрый день. Постараюсь покороче, потому что, я так понимаю, по регламенту мы не укладываемся. В Республике Башкортостан, как я уже сказала, у нас много народов, много языков. 13 языков изучается в системе дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Как понимаете, в дошкольных образовательных организациях, школах, колледжах есть изучение родных языков и изучение как государственного башкирского языка. Со стороны я сегодня в своем докладе, конечно, не могу рассказать всего того, что мы делаем. Это не будет отчетом. Я постараюсь больше говорить о той поддержке со стороны государства, со стороны правительства и как Министерство образования, что мы делаем для сохранения и развития родных языков. У нас большие крупные такие проекты начались с 2018 года. Для нас всех учителей родных языков 17-18 годы что-то значит, так ведь? Это полностью перестройка в изучении родных языков, хотя бы начать с того, что это должно быть добровольно на основании заявлений. В 2017 году еще наша республика выдержала, скажем так, Генеральную прокуратуру, притом дважды. Все эти изменения в организации изучения родных языков, особенно государственных языков Республики Российской Федерации, начались в то время. И такие вот меры, когда мы вынуждены были отойти от административного, скажем так, устройства изучения родных языков и должны были перейти на меры, которые именно больше способствуют тому, чтобы родители сами выбирали языков. Учителя больше перестроили свою работу, чтобы изучение языков было добровольно и, самое главное, востребованным. В такой мере все переложить только на плечи учителя и школ было бы неправильно. И, конечно, надо было работу начинать. У нас должна была быть, скажем так, перестройка, переформатирование именно в административных ресурсах. И мы начали с того, что принят был указ главы, согласно которому 3 больших направления. Это, во-первых, было учреждение, вернее, новая государственная программа с хорошим финансированием. В 2018 году я как раз в конце 2017 года пришла работать начальником отдела Министерства образования, и мое первое было поручение разработать программу. Хотя у меня опыт был большой в системе образования, и вот первая работа, что мы сделали, приняли государственную программу, ежегодным финансированием больше 800 миллионов рублей. Госпрограмма включает в себя 3 подпрограммы: русский язык, башкирский язык и родные языки. Второе направление – это было учреждение грантов главы Республики Башкортостан, которые направлены на сохранение и развитие родных и государственных языков. Если госпрограммы до сих пор действовали, но просто у них объем финансирования был меньше, и сейчас мы увеличили в разы, то гранты была это новая история с объемом финансирования 50 миллионов ежегодно. Присуждается на конкурсной основе некоммерческим организациям, и эти должны быть проекты, именно направленные на сохранение и развитие родных и государственных языков. Вот учреждения в 2018 году эти гранты начали выдаваться, и вот то, что ежегодно такие гранты выдаются, поспособствовали тому, что очень хорошо разрабатываются цифровые проекты, общественные проекты проходят, совершенно другие люди, которые неравнодушные и работают, бьются, как сохранить и дальше развивать родные языки, это вот поспособствовало тому, и до сих пор это продолжается. И третье направление тоже было совершенно новым, и во многих субъектах нет. Это было учреждение фонда по сохранению и развитию башкирского языка. То есть фонд, его учредителем этой организации является Министерство образования, культуры, молодежной политики, спорта, Дом дружбы народов. То есть ряд именно ведомств, которые являются учредителями и, конечно, способствуют тому, что не только в образовании мы работаем на сохранении родных языков, но и во всех сферах, которых я назвала. И четвертое направление – это было личное поручение главы, учреждение специального управления национального образования структуры Министерства образования. Я когда пришла в отделе, со мной 3 человека работало. Сейчас в управлении национального образования 15 человек работают. И в рамках государственной программы мы учредили еще ресурсный центр по национальному образованию,
в структуре Института развития образования, которые работают по научно-методическому сопровождению. Не секрет, все-таки мы чиновники в госструктуре работаем, а с учителями, методистами им больше нужно методическое содержание, сопровождение. Это помимо кафедр, помимо факультетов, научных организаций, которые были и есть, остаются и продолжают свою работу. Но есть серьезные изменения, как раз когда вот такие волнения не прошли следом. Это привело к тому, что и со стороны федеральных органов усилились требования, появились новые учреждения. Вы знаете, появился Федеральный институт развития родных языков, который непосредственно занимается разработкой учебников, программ. Есть отдельный отдел родных языков в составе Министерства просвещения. Если мы раньше даже Министерством просвещения в части родных языков особо не сотрудничали, то сейчас напрямую с ними работаем. И вы знаете, ужесточились такие нормативные требования. Сейчас, если наш учебник, вообще учебник родного языка не включен в федеральный перечень, то о преподавании языка в системе школьного образования мы не можем вести речь. До включения учебника у нас, конечно, должна быть в программе в реестре. Так вот, вы все это знаете. И в 2018 году мы уже тогда включили в федеральный перечень 36 учебников, и они до сих пор у нас остаются. Сейчас мы ведем работу, чтобы привести в соответствие с новыми требованиями обновленных ВГОС. 13 федеральных рабочих программ по башкирскому языку как родному и как государственному. Вы знаете, у нас с 2021 года по всей стране мы начали работать по обновленным стандартам начального, основного и среднего общего образования с прошлого года. Мы воспользовались, вернее, наши министры образования входили в состав рабочей группы, когда вот работа шла по новым стандартам, по обновлению стандартов. И как раз предложение национальных республик было наших министров, включение предметной области родной язык, он в обязательной части так и так был, но в данной предметной области появился новый учебный предмет «Государственный язык Республики Российской Федерации», что, можно сказать, узаконило положение государственных языков республик, потому что, вы знаете, по стандартам второго поколения такой возможности не было, и по всем рекомендациям Министерства просвещения мы государственные языки могли изучать только в вариативной части, и неизвестно как. И это поспособствовало тому, что мы свои традиции по изучению родных языков сохранили. У нас предметная область, как и написано, обозначена в стандартах родной язык или государственный язык республики. Это сохранило, дало нам возможность ввести не 2, а 3 предмета. То есть, как я уже сказала, 13 родных языков в системе школьного образования сохраним в рамках предмета родной язык. А башкирский язык в том числе родной язык, но еще башкирский язык как государственный, он как 3-й учебный предмет. Изучается всеми, практически по выбору, конечно, большинством учеников. В этом учебном году у нас процент выборщик госязык 78,5%. То есть если взять по количеству, более 400 тысяч школьников изучают государственный башкирский язык. И пользуясь тем, что в стандарте среднего общего образования тоже были внесены изменения, госязык мы и в 10 класс внесли в этом году. По данным мониторинга, свыше 99% школьников изучают родные языки. В числе 13 языков, я все перечислять не буду, на слайде вы их видите. Русский у нас всегда был. Кроме этого, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, украинский, немецкий и белорусский. Есть такая, наверное, некоторые удивляются, дам некоторые комментарии, что украинский сохранили. Я уже до сегодняшнего форума еще вот пообсуждали, поговорили, да, потому что этот предмет уже давно был, не так много школ, конечно, и когда, вы знаете, в состав России вошли новые субъекты, вы знаете, да, 4 субъекта, и в этих субъектах в качестве родного изучают украинский и польский, для них учебники и программы писали как раз наши учителя, потому что, в 2 школах у нас есть украинский, там именно украинцы, и 2 воскресные школы украинские изучают, у них больше обучаются беженцы, которые еще прибыли к нам в 2014 году, в первой волне. В системе дополнительного образования тоже уникальный опыт, не только школьное образование, мы все так рвемся, за часы бьемся, но кроме этого ведь есть другие возможности. Это дополнительное образование. У нас этим хорошо пользуются еще с 90-х годов, как отдельное учреждение, как отдельные юрлицы были созданы национальные воскресные школы, в том числе и чувашские школы. На сегодняшний день в республике таких школ 15. Большинство из них отдельные юрлицы, некоторые как структурные подразделения в составе учреждений дополнительного образования, но тем не менее в них мы сохраняем и развиваем 9 родных языков, в том числе башкирский, татарский, чувашский, марийский, украинский, польский, армянский, немецкий, иврит.
очень редкие языки, но тем не менее у них хорошая традиция, и эта работа продолжается. И эти школы уникальны еще тем, что у них изучается не только язык, но и история, культура, декоративно-прикладное искусство, то есть все в цельном таком целостном восприятии. И в эти школы приходят семьи, то есть родители со своими детьми. Они как центр по изучению родных языков хорошо идут. И, кстати, недавнее последнее заседание Комитета по делам национальности Государственной Думы, где, вы знаете, в Госдуме создана специальная рабочая группа по развитию этнокультурного образования, и там рассматривали вопрос вот как раз воскресных школ, и принято решение выездное совещание сделать у нас в Башкортостане, и мы проводим у себя в рамках госпрограммы слет национальных воскресных школ, и данный слет сделать всероссийским. То есть у кого есть воскресные школы, могут присоединиться, и как раз Башкортостан будет показывать свой опыт в этой части. Что еще можно сказать? Когда мы говорим только про изучение, конечно, важный вопрос обучения. Вот мне очень интересно, в Чувашии у нас остались национальные школы. Мы никак не хотим эти позиции терять. Понятно, есть определенные уступки, скажем так. В том понимании, наверное, большинство из вас учились когда-то в таких школах, где предметы обучались на родных языках. Я сама, например, училась в башкирской школе, где русский почти был иностранным, а все предметы были на башкирском языке. Но это никак не ущемляет того, что в наших представлениях нынешних родителей, они как думают, если 100% обучение на родном языке, это ведет к неким потерям получения образования их ребенком. Так вот, и в системе образования, если мы говорим о тех условиях, которые прописаны в законодательстве, что система образования должна создавать условия для получения образования на родном языке, но, однако, это дальше не прописано ни в образовательных программах, мы этого не видим, ни в подготовке специалистов сейчас двуязычных, не все вузы работают над этим, ни в стандартах, хотя право у нас закреплено в федеральном законодательстве, но, тем не менее, в стандартах есть возможность получения образования, а каким образом это должно происходить, алгоритм, механизм тоже не прописан. Вот, исходя из этого, мы года 3 назад наш парламент, местный региональный Курултай, Госсобрание, инициировали по поручению главы проект федерального закона, то есть о внесении изменений в федеральный закон об образовании. Мы бились, скажем так, 3 раза вносили в Госдуму. Проект такой, чтобы законодательством на федеральном уровне определить понятие национальная школа, или если, слово национальный, конечно, нельзя использовать, сейчас по стандартам есть слово этнокультурное. Вот такое название пытались закрепить. И что такое в нашем понимании сегодня национальная школа? Это то, что пытались открепить от микрорайона. Если вы в системе образования понимаете, если за школами закреплена определенная территория, мы принимаем всех детей, в уставах прописать языки образования. И самое главное, про это, я думаю, что слышали, все-таки провести единый государственный экзамен по родному языку. Вы знаете, предмет наш, родной язык, в обязательной части учебного плана, так ведь уже давно у нас по стандартам и второго поколения, и в обновленных так идет. Однако, заметьте, коллеги, родной язык пока остается почти единственным предметом из обязательной части учебного плана, по которому нет ЕГЭ. Вот до меня деканы здесь факультетов выступали, я смотрела, какие у вас вступительные экзамены. Даже чтобы поступить в факультет, например, башкирской филологии или чувашской филологии, наши дети сдают, показывают результаты ЕГЭ по русскому языку. Понятно, мы это не оспариваем. Но родной язык – это же только внутреннее тестирование или определенные виды экзаменов. А почему, если предмет обязательной части учебного плана, сегодня мы не можем провести ЕГЭ и полноценно, и с этим результатом не можем поступить в профильные специальности? Кстати говоря, ЕГЭ ведь сегодня сдают даже по испанскому и китайскому. То есть для всех языков мы создаем условия, а по родным языкам мы не можем создать условия. Вот эти проблемы мы поднимали, в Госдуму выходили, обосновывали, но однако пока на федеральном уровне поддержку не нашли. Но пока шли обсуждения, привлекали как раз другие национальные субъекты, обсуждали данный законопроект, мы видели, что это все-таки вызывает определенный отклик в большинстве республик, все-таки нужно над этим работать. И мы раз на уровне законов, кстати говоря, отзывы, когда нам правовое управление администрации президента давало заключение, знаете, коллеги, вот обратил внимание, они пишут, для того, чтобы получить образование, не обязательно создавать национальные учреждения. В любой школе можно реализовать данные программы, потому что в данных федерального закона можно реализовать данное право
в рамках образовательных программ. Вы понимаете? То есть школа, если даже с русским языком обучения, вы можете открыть класс билингвальный с двумя языками обучения, русский и чувашский, например, русский-башкирский, и реализовать данную программу. Возможно, он не будет называться национальным, но он в любом случае даст возможность реализовать данное право. Сегодня, если посмотреть, наши дети где получают образование на родном языке? Только на уроках родного языка, если есть какая-то возможность, факультативные кружки. Так ведь не все школы тоже идут. Если мы говорим о массовости школ, то не везде это принято. И в итоге наши дети ничего не знают, кроме родные языки. Часовые возможности тоже ограничены, не так много, как раньше. До 5 часов мы точно не сидим. ФОПы, наверное, вы все видели, это 3-4 часа, если национальная школа с обучением. Да? Вот в таких возможностях наши дети сегодня, например, у нас по-башкирски что-то назвать термины, или в рамках других предметов, не все будут знать. И это через несколько поколений, наверное, приведет к тому, что будет утрачена функциональность языка, то есть использование языка в других областях. И мы вышли с этой проблемой, опять же, это по поддержке главы, знаете, интересно таким образом, начали реализовать с 2019 года проект полилингвального образования. Когда мы говорим полилингвальная школа, все думают, что это изучение иностранных языков. Нет, это в первую очередь этнокультура, это родные языки. То есть, во-первых, это глубинное изучение родного языка, и плюс к этому в рамках других предметов ввести, опять же, родной язык. На сегодняшний день у нас 8 таких полилингвальных школ. Каждая школа, мы когда сначала обсуждали, а какие предметы вести вообще, в каком объеме вести и как это вести, понятно, копии сломали, у каждой школы было отдельное видение, и решили пойти таким путем, что каждая школа будет определять свою концепцию развития сама. Тем более школы очень разные. Первые наши полилингвальные школы были городские. Там многонациональный состав обучающихся. Всех уравнивать по возможностям невозможно. Так вот, у них больше с русского переход на родной язык. Сейчас начали открывать сельских, то есть в районах компактного проживания башкирского населения полилингвальные школы, где первый язык по методике, да, родной язык. И им надо подтянуть русский язык. Это вторая модель полилингвального образования. Кроме этого, не только башкирский язык. По поддержке, по инициативе главы мы открываем полилингвальные школы и с обучением на татарском языке уже открыли в 2021 году. В 2023 году открыли с обучением на марийском языке. И, кстати, в самой Марий-Эл национальной школы нет и обучения нет, а у нас в республике есть. И сейчас собираемся открывать чувашскую полилингвальную школу и планируем еще удмуртскую полилингвальную. То есть это те языки, на которых у нас есть обучение, так или иначе школы, где преобладающее количество детей той или иной национальности. Но что касается полилингвального образования, мы не говорим, что у нас только уникальная такая модель. Сейчас несколько субъектов занимаются по данному проекту, в том числе и Татарстан, Северная Осетия, кстати, у них около 20 лет уже. Другие субъекты тоже заинтересовались. У каждой республики свое представление. Очень большой интерес со стороны Министерства просвещения. В прошлом году в октябре мы провели международный форум по полилингвальному образованию в Уфе. Приехали 12 регионов, ознакомились с нашей работой. Были и руководители с Министерства просвещения, Федерального института родных языков. И наша модель развития, поддержки вот именно разных языков, не только башкирского, наша поддержка сейчас вот распространяется. Кроме этого, на втором еще проекте, Лиля Хафизовна, листайте дальше, на втором проекте хочу остановиться, это шаймуратовские классы. Мы сегодня так говорим о языке, культуре и немножко упускаем из виду историю родного края. Понятно, сейчас при поддержке Министерства просвещения разрабатывается концепция учебники региональных историй. Когда-то раньше, наверное, у вас тоже такой был предмет. У нас, например, была история Башкортостана, история и культура Башкортостана. По требованию второго поколения стандартов эти предметы отошли, были только альтернативой выбору государственному башкирскому языку. Сейчас мы работаем серьезно над разработкой новых учебников. Кстати, уже внесены изменения в федеральные стандарты, и эти предметы уже появятся с 2025 года, если вы знаете. И в этой части мы обратили, опять же, внимание на то, что уже можем открывать такие классы. У нас есть такой, знаете, в годы Великой Отечественной войны создавались национальные дивизии. От нашей республики была 112-я башкирская кавалерийская дивизия, и ее руководителем был этой дивизии Минигали Шаймуратов.
который погиб 23 февраля 1943 года под под Донецком после Сталинградской битвы. И он один из этой дивизии, 78 героев России вышли. И он один не был удостоен такого звания. Наш народ очень долго бился, собирали миллионы подписей, чтобы ему присудили Героя СССР. Но СССР уже у нас давно нет. И при поддержке нынешнего главы республики в 2020 году Владимир Владимирович Путин подписал указ о присуждении данного звания Героя России Минигале Шаймуратовой. И вот получил новая веха, началась в истории увековечения данного нашего героя Батыра. И мы начали в 2020 году открывать шаймуратские классы. С 5 по 7 класс по инициативе школы, реестр мы утверждаем сами. Чем они отличаются? Кроме общеобразовательных программ, у них очень сильно национальный региональный компонент вкладывается. Они изучают языки, они изучают историю, культуру Башкортостана. У них национальные виды спорта, национальные виды... Все, что какое бы направление доп. Образования они реализовывали, во всем национальный региональный компонент. Если это музыка, то национальная музыка. Если это спорт, национальные виды спорта. Стрельба из лука и так далее. То есть у каждой школы по своим возможностям. Сегодня у нас 186 таких классов. Мы уже проводим парад шаймуратовцев, посвящение шаймуратовцев при участии главы. Вот сейчас в этом году впервые будем проводить на 9 мая бал выпускников шаймуратских классов. Уже 9 класс заканчивают. Это тоже интересный проект в том плане, что мы таким образом детей приучаем своим национальным корням. И, кстати, вот буквально в эту субботу у нас состоится международный диктант по башкирскому языку, тоже по инициативе главы. У нас с 2019 года он получил статус международного. И одна из площадок будет в парке «Патриот». Такие вот парки создаются по военному патриотическому направлению. Будет проводиться диктант. И как раз во всех этих диктантах по башкирскому языку в первом ряду у нас всегда сидит глава республики и пишет диктант, подает личным примером. Все госслужбы, в министерствах проходят такие диктанты. Очень крупное такое масштабное мероприятие. Я знаю, что у вас по программе форума тоже на завтра запланирован диктант по чувашскому языку. Хорошая традиция к тому, чтобы приучить детей к изучению родных языков. Ну, я, наверное, закругляюсь, потому что все рассказать вам невозможно, коллеги. И время поджимает. Благодарю вас за внимание. Если будут вопросы, готовы ответить. Спасибо. Спасибо большое, Розалия Расиховна. Чуваш республикин, тада онын тулашынчы тыван чуваш чилхибе литературе врендегензене полышса быраган. Тыван чилхине адаланда Российшын чундандыры жаган. Чуваш республикин вреню институтын нацибе регионы компонентне адаландармалы ыдузембе ишлеген проректора Инесса Владимировна Ядранская на микрофон у меня ехравлатпар. Таргашин. Рагун болдар хакла истишсем. Хаклаханазим. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости нашего форума. Рада приветствовать всех вас от имени Чувашского республиканского института образования, непосредственного организатора данного форума. Хакла истишсем, пирень форум, ергене форум синчень парибул задача. Мы называем его уже традиционным форумом, потому что действительно уже на протяжении последних лет ежегодно проводится данный форум для учителей родных языков, которые у нас преподаются на территории Чувашской республики. Это, как уже Антонина Аркадьевна указывала, это родной чувашский язык, родной русский язык, родной татарский язык и родной мордовский ирзянский язык. Уважаемые коллеги, я быстро пролистаю, потому что у нас время поджимает. Антонина Аркадьевна, по сути, уже рассказала о всех пунктах, ну, скажем, по тем вопросам она прошлась по изучению родных языков, которые непосредственно касаются и непосредственно которые курирует Чувашский республиканский институт образования. Свое выступление хотел бы начать со слов нашего великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковля. Халахан останебе унан путем тенче гурмне таван чельхи чун барать, таван чельхезер чун-чун пелещук. Вот эту мысль мы сегодня как раз с начала выступлений хотим донести до всех слушателей нашего форума. Уважаемые коллеги, мы уже отметили, что на территории Чувашской республики в 385 школах
чувашский язык изучают 73% школьников как родной язык и как государственный язык чувашского язык, государственный язык Чувашской республики, чувашский язык. Также изучается родной русский язык, родной татарский и, как уже отметили, 28 человек на территории Алатырского района, Алтышевской школе у нас изъявили изучать родной ирдзянский язык. Все условия созданы для изучения родного языка, есть программы. Как уже отметила Розалия Расиховна, у них тоже 13 программ, то есть по всем ступеням наши программы тоже они находятся и в федеральном перечне, и вошли в ФОП. Что это такое, мы уже знаем, потому что второй год уже по новым федеральным государственным образовательным стандартам работаем. 18 наименований электронных форм учебников. У нас, к сожалению, вот у нас 4 учебно-методических комплекта, всего это 19 книг, мало на сегодняшний день, но над этим нам предстоит работать. Это наша дальнейшая задача по включению наших учебников в федеральный перечень учебников. Хотелось бы сказать, что в последнее время, буквально вот последние 2-3 года, очень много новых учебных пособий подготовил Чувашский республиканский институт образования. Хотелось бы сказать нашим коллегам, педагогам, которые здесь присутствуют, огромная благодарность, потому что именно непосредственно они работали над созданием этих учебников. Это и литературное чтение для русскоязычных школ, и литература для русскоязычных школ, которых у нас до сегодняшнего дня не было. Полный комплект учебников готов. Институт работает над созданием чувашской литературы для 10 и 11 класса школ с русским языком обучения. Для школ с чувашским языком обучения у нас полный комплект с 1 по 11 класс есть, поэтому проблем поэтому у нас нет, по этому направлению. Новые учебники у нас были подготовлены, мы об этом уже знаем, с издательством «Просвещение». Это была новая деятельность для Института образования, но в течение года мы сумели и отработать эту задачу, и включить учебники в федеральный перечень учебников. Про качество учебников Антонина Аркадьевна отметила, что мы одна из комплектов, учебно-методических комплектов у нас получила премию правительства Российской Федерации в области образования. Мы гордимся нашими педагогами, которые достойно показывают Чувашскую республику на различных конкурсах, на различных мероприятиях. Это и до этого был мастер-класс, помните, всероссийский мастер-класс учителей родных языков, где наши педагоги занимали не один раз первое место, абсолютное первое место, завоевывали гран-при конкурса. Ну и последние 2 года, вы знаете, у нас и в 2022 году первый раз стартовал всероссийский конкурс учителей родных языков. Здесь у нас вот как раз лауреат этого конкурса Александр Марсович Степанов. И, конечно же, в 2023 году победителем данного конкурса стала у нас Анжела Юрьевна Московцева. Чем мы занимаемся еще? Курсы повышения квалификации. Естественно, 30% педагогов ежегодно у нас проходят курсы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации у нас проходят в разных форматах. Над этой проблемой и активно работает у нас кафедра чувашского языка и литературы. Сегодня одна из секционных площадок как раз будет для учителей чувашского языка и литературы, и все проблемы, которые касаются и поднимаются у нас в методике преподавания, они как раз обсудят на секционной площадке. Конечно, есть региональные проекты, о них вы тоже знаете, и учителя, которые, например, у нас приезжают к нам с других регионов и которые преподают родной чувашский язык, они активно тоже на сайте нашего Института образования находят интересующие темы по тем или иным направлениям. Платформа Вереню портале, вы помните, у нас был период, когда мы перешли с вами на дистанционное образование, и коронавирус сделал свое дело. Для нас это было, может быть, и плюс, чтобы начать заполнять портал для изучения чувашского языка и литературы для изучения в дистанционном формате. Здесь нужно отдать дань уважения директору Михайловской школы Цивильского муниципального округа
Андрееву Владимиру Юрьевичу, который вот основную нагрузку взял на себя. Сегодня Розалия Расиховна отметила те направления, которые действительно на сегодняшний день на федеральном уровне еще не разрешены. Но в Чувашской республике вот последние 12 лет, наверное, Анна Семеновна, если я не ошибаюсь, последние 12 лет мы работаем с вами над республиканским проектом «Единый республиканский экзамен». После 9 класса учащиеся образовательных организаций у нас сдают государственную итоговую аттестацию формы единого регионального экзамена по чувашскому языку. Работа и тексты для экзамена у нас как раз готовит кафедру чувашского языка и литературы. Вот Анна Семеновна сегодня, конечно, тоже об этом расскажет. Еще хотелось бы сказать о межрегиональном сотрудничестве. Очень отрадно, что наши коллеги отзывчивы и поддерживают нас на все, близлежащие регионы, и Ульяновская область, и Республика Татарстан, и Республика Башкирия. Последние годы очень активно они тоже стали с нами сотрудничать. Поэтому выстроено непосредственное сотрудничество с регионами. Это и курсы повышения квалификации, это и переподготовка педагогических работников, это и организация итоговой государственной аттестации по родному чувашскому языку, и конкурсы, и разные мероприятия. И очень отрадно отметить, что на всех мероприятиях для детей, которые проводит Чувашский республиканский институт образования, это конкурсы, это фестивали, это олимпиады. И Ульяновская область, и Татарстан, и Башкортостан у нас дети активно участвуют. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, завершая свои выступления, я хотела бы отметить, что сегодня наш межрегиональный форум учителей родных языков работает совместно с Российским обществом знания. Когда вы проходили регистрацию на мероприятие, вы видели, что были на столах QR-коды. Вы регистрировались на мероприятие, то есть с вами сегодня в тесном сотрудничестве работают также и лекторы Российского общества знания. Об этом обществе вы все хорошо знаете. Многие учителя уже сами стали лекторами общества знания, и поэтому вы прекрасно понимаете процедуру регистрации и процедуры оценивания данного мероприятия. Почему я это вам говорю? Уважаемые коллеги, мы сейчас с вами уходим по секциям. По итогу работы, когда завершится секционные площадки, вы должны будете оценить наших лекторов, которые сегодня участвовали на фестивале, на форуме Пролехревой в единстве сила. Я хочу немножко рассказать, какие секционные площадки у нас работают и кто является модератором. Сегодня у нас в актовом зале, в этом зале, в 119-м кабинете, после небольшого перерыва, мы все равно сделаем перерыв, потому что все устали, минут на 10, работу продолжит секция учителей родного чувашского языка. Модератором данной секции является доцент кафедры чувашского языка и литературы Чувашского республиканского института образования Иванова Надежда Григорьевна. Если она здесь, Иванова Надежда Григорьевна, она вышла, но подойдет. Уважаемые коллеги, мы ей оставляем опрос, QR-код, он потом выйдет слайдом выйдет на экране. Уважаемые коллеги, очень прошу пройти опрос, потому что мы с вами оцениваем лекторов сегодняшнего форума. Дальше. Следующая секционная площадка у нас работает в 214 кабинете, это пристрой, секция учителей родного русского языка. Марина Николаевна Павлова, модератор данной секции, кандидат филологических наук, доцент кафедры методика преподавания учебных предметов и предметных областей, лектор Российского общества знания, Чувашского республиканского института образования, еще доцент у нас она. Пожалуйста, Марина Николаевна, если вы здесь, она уже там ждет. Дальше работаем.
Выставочный зал, 218 кабинет, секция учителей начальных классов, преподающих родной язык. Модератором является Игнатьева Светлана Геннадьевна, доцент кафедры методики преподавания учебных предметов и предметных областей Чувашского республиканского института образования. Пожалуйста, Светлана Геннадьевна у нас где-то была здесь. Пожалуйста, Светлана Геннадьевна, сразу дам опрос, чтобы тоже на всякий случай, чтобы не забыли. И у нас секция педагогов дошкольно-образовательных организаций. Модератором является Егорова Анна Семеновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры чувашского языка и литературы Чувашского республиканского института образования и лектор общества знаний. Пожалуйста, Анна Семеновна, вам тоже на опрос, чтобы мы не забыли с вами. Уважаемые коллеги, минуточку внимания, дадим слово нашей ведущей. Пызыктав. Хизепле врендегензем хаклаханазем перлихревей форумах учынагансыне эшле дел булузем хастарлых щенелексем тукмасыне теперь. Уважаемые участники форума, желаем вам, чтобы мероприятие прошло продуктивно, информативно, в теплой и непринужденной обстановке. Форумын премшпае вишленже малала программа багили жулине бирзеринбе терле секции зенче осет бар.